С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, и я очень рада видеть вас в нашей теплой и светлой студии. В 1492 году, когда экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, что находится в Багамском архипелаге. Так была открыта Северная Америка, а вот в Южной в этот же день календаря, но в 1931 году состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. Еще 12 октября оставила свой след и в Мюнхене, где любители пива, в том числе и якутян. Вот такие интересные события сегодняшнего дня. А чем же удивит нас погода? Давайте узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила -3 градуса тепла. На юге в 6 часов утра температура воздуха составила -7, днем ожидается +1. В Нижнеленских Улусах -6, -8, это утренняя температура, а дневная 0, -4, -4, -9. Днем ожидается +2, -3. В Вянских -6, -10 – это утренняя температура, а дневная -2, -5. На северо-западе -9, -10 – это было в 6 часов утра, а днем ожидается -4, -8 градусов. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила -5 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. И днем ожидается 0 плюс 2 градуса. На улице заметно холодает, мерзнет даже лицо, но я что заметила, в обязательно тротуары не только безопасными, но и интересными. Так, 40-летний актер Маколей Калкин подошел к этому вопросу с юмором. Звезда фильма «Один дома» купил маску со своим знаменитым выражением лица, которое после выхода картины на экраны практически стало его визитной карточкой. Выражение лица «Кричащий Кевин» появилось благодаря сцене, когда юный герой Калкина впервые пробует на своем детском лице лосьон после бритья и осознает, что это не такие уж и приятные ощущения. А между тем, инстаграм-паблик «Твой Дальний Восток Якутия» рассказал о юном костарезе из Якутии Сабрине Корякиной. Она старшая из 5 детей Корякиных, вместе с семьей живет в Амиконе. Косторезное искусство ей было близко всегда. Дед Сабрины был искусным мастером. Первые шаги на этом поприще Сабрина сделала еще в 5 лет. Тогда она пробовала сделать фигурки из дерева, выстругала волков и других животных. Сейчас ей уже 15, она автор множества работ из рога, отлично разбирается в свойствах этого материала и уже дает советы, что работать лучше всего с лосиным рогом, он практичный и удобный. Другой интернет-паблик в начале октября опубликовал неожиданное фото с сидящими коровами, которые быстро стали вирусными. Оказалось, что многие пользователи даже не догадывались о том, что коровы тоже могут сидеть. Признаюсь, я тоже ни разу не видела, как коровы сидят, хотя и выросла не в городе, а в Магане. Но, как вы и знаете, Маган славится не только этим, а в первую очередь аэродромом, аэропортом малой авиации, где работал мой папа. А вообще история у аэропорта длинная, он начал работать еще в военное время, и накануне дня рождения якутской авиации в историческом месте побывала наша съемочная группа. История у аэродрома не маленькая. Во время Великой Отечественной он использовался как основной для перегоночной трассы Алсиба, поскольку соседний аэродром в самом Якутске был хуже и неудобней и страдал частыми туманами из-за близости к пойме Лены. В Магане тогда построили самую длинную грунтовую взлетно-посадочную полосу СССР длиною в 3440 метров. Затем все советское время до ноября 90-го аэродром использовался зимой в качестве запасного для якутских авиарейсов. Сегодня аэропорт живет и развивается. Для качественного обслуживания воздушных судов и пассажиров он располагает всеми необходимыми объектами, производственными службами, предусмотренными технологическими процессами. Сейчас аэропорт Маган принимает воздушные суда 3-4 классов, а также вертолеты всех типов.
Коллектив возглавляет Дмитрий Татаринов, который с 2011 года поднимался по служебной лестнице. В 2011 году устроился мастером аэродромной службы. Далее был переведен в техники аэродромной службы. Работал непосредственно с полосой, с обслуживанием полосы взлетно-посадочной, мест стоянок воздушных судов, перрона, при аэродромной территории. В 2016 году переведен начальником аэродромной службы. Ну и в этом году уже в феврале назначили директором филиала аэропорт Маган. Сегодня в аэропорту Маган насчитывается 134 штатных сотрудника и 9 служб. Коллектив в основном молодой, но опытный. За плечами Александра Пахольченко, к примеру, 15-летний стаж в полярных авиалиниях. Трудовую вообще деятельность начал еще тоже с Петербурга. Я год отработал в аэропорту Пулково, в службе авиационной безопасности. А потом уже переехав сюда, также работал в службе авиационной безопасности аэропорта Якутск. Затем перевелся в компанию «Полярные линии». Ну и вот там основной стаж весь провел в авиакомпании «Полярные линии». Но с этого года вот в ФКП аэропорты Северы пришел. Команда очень дружная, сплоченная, друг другу помогаем, поддерживает. Есть, конечно, да, вот авиаторы, которые вот уже много лет работают, да, здесь. Конечно, к ним прислушиваемся, к их опыту. Ну и все равно что-то вводим новое свое. История аэропорта Маган неразрывно связана с преемственностью поколений. И сегодня, как и много лет назад, в аэропорту работают замечательные люди, знающие свое дело, прилагающие все усилия для качественного обслуживания техники, сервисного обслуживания и надежного уровня безопасности пассажиров. За полгода пандемии можно дать оценку эффективности и перспективности общественным проектам и государственной администрации, адекватности реагирования министерств и ведомств на потребности населения. И возникает вопрос, уполномоченный по защите прав предпринимателей так ли нам нужен, оправдывает ли он как институт общества? И на этот вопрос скажите, пожалуйста, много ли обращений к вам поступает и какого они рода? За последние полгода они как раз совпали с периодами ограничений по коронавирусной инфекции. Поступило свыше 300 письменных обращений. Это на порядок больше, чем за аналогичные периоды прошлого года. В связи с этим я считаю, что, конечно, институт оправдан, и вижу, что есть необходимость для предпринимателей получить существенную помощь и консультацию со своими обращениями. Обращения в основном касались, конечно, федеральных мер поддержки, федеральных и региональных мер поддержки, а также в первое время это ограничительные меры. Сейчас эти вопросы тоже становятся очень актуальными в связи со второй волной коронавируса. И также много вопросов, которые касаются контрольно-надзорной деятельности и проверки предпринимателей. Недавно вы заявили, что в каждом районе у вас будет общественный помощник. Скажите, какие результаты? Общественные помощники мне вообще тут уполномоченного. Я провела совещание, круглые столы с муниципалитетами 16 районов на сегодняшний день, с органами контроля и прокуратуры, с администрацией и предпринимателями. И мы планируем до конца года, чтобы во всех 35 наших улусах были выбраны общественные помощники, которые будут помогать предпринимателям уже на местах и представлять интересы предпринимателей на всех уровнях. Скажите, удалось ли вам построить конструктивные взаимодействия с контрольными и надзорными органами? Да, я уже сказала, что мы общались, разговариваем напрямую и с органами прокуратуры, и с органами контроля. Также на этих совещаниях, круглых столах, я предложила в каждом районе организовать общественный совет при прокуратуре, в котором бы были представители бизнеса, могли бы озвучить свои проблемы и свои задачи и уже выходить на конструктивное взаимодействие. Альбина Егоровна, скажите, а что мешает развиваться бизнесу в современное время?
В целом, не только это касается, конечно, нашей республики, но в целом по стране это, конечно, избыточное административное регулирование, высокие фискальные нагрузки. У нас была объявлена регуляторная гильотина, но результаты регуляторной гильотины пока, к сожалению, не являются положительными для бизнеса. Я считаю, что у нас все-таки устарели некоторые, скажем так, многие отношения, в том числе, например, даже по трудовому законодательству. Вот здесь необходимо решать нам как можно быстрее реагировать для того, чтобы наш бизнес вот в этих очень сложных условиях сумел быстро восстановиться. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, за подробный интересный ответ. Я желаю вам хорошего настроения и отличного дня. А я напоминаю, что сейчас на связи у нас был уполномоченный по защите прав предпринимателей в нашей республике Альбина Кычкина. Ну а мы продолжаем. Между тем, на дворе уже почти середина октября, и в Якутске со дня на день выпадет снег, а кое-где земля наверняка уже побелела. А это значит, что уже пора заняться черенкованием смородины. Ну, если вы еще это не успели сделать, ведь сейчас стоит буквально идеальная пора для размножения этой ягоды. Осень – это не только подготовка растений к зиме, это еще и время активного размножения, например, смородины. Смородину мы вынуждены все равно прорезать. Прореживаем, убираем старые ветки. Вот это вот была старая ветка, вот уже вот видно. На ней, как всегда, есть молодые. Теперь на размножение берем. Желательно брать совершенно молодые веточки. Вот их видно, они прямо светлые такие, светло-коричневые. Череночки мы нарезаем сантиметров 12-15, потому что короче они вымерзнут или засохнут. Это так и получается. Вот у нас веточка будет на череночке. Листочки мы убираем. Вот череночек у нас нижний режем наискосочек. Так, и сверху режем над листом, прямой надрез делаем. Вот у нас получается черенок. Тоненькие нежелательно брать. Вот тут вот молодые тоненькие есть. Вот они сильно тоненькие. Они просто, видимо, засохнут и все, они не возьмутся. Лучше брать потолще веточку. Грядочка у нас под черенки готовится. Она очищена от сорняков, чтобы не успели сорняки разрастись и закрыть, помешать нашим череночкам укореняться. Пролито хорошо водой. Теперь мы вот этот череночки смачиваем. И можно делать, можно не делать. Вот такие вот активаторы корнеобразования. Корневин есть. Вот почка у нас вверх стоит, вот эта почечка. Мы ее делаем, чтобы она осталась на поверхности и смотрела в сторону юга. И таким образом мы заполняем всю грядочку, засаживаем, потом ее поливаем. Можно вот эту и корневином полить, а можно и ничем, просто водой. Этого достаточно. Черная смородина такая. Потом к зиме, чтобы ее хорошо укрыло снегом, у нас же обрезков много остается, мы над ними укладем ветки. По веткам можно еще ткань положить, чтобы она перезимовала хорошо. Тут снег насыпется, и ей будет достаточно. Вот всю ее так закроем. Теперь только остается ждать весны, а весной само по себе увлажнение от снега идет, и она начинает пускать корни. Почувствует первое тепло, и корешки пошли. И уже весной готовые как бы череночки будут. Подращиваем, и осенью можно их пересаживать. Вот такие вот дела. На календаре 12 октября понедельник, и начало недели для кого-то из нас будет непростым, а для кого-то рабочая неделя обернется счастливым и плодотворным периодом. А что по этому поводу говорят астрологи? Гороскоп в программе «Новый день». Жизненно важное решение. Телец, вас ожидает хорошая неделя для заключения деловых союзов. Возможен некоторый избыток дружеских знакомств. Просто будьте осторожны, чтобы не пропустить предложение вашей мечты. Близнецы, перестаньте заниматься археологическими раскопками в собственной душе и оживлять скелеты прошлого. Начните с сегодняшнего дня искать интересы, а не боль и разочарование. Рак, у вас велика вероятность счастливого случая, когда в безвыходной трудной ситуации высшие силы вытянут сухим из воды. Лев,
перед вами встают новые незнакомые трудности. Это значит, что вы совершаете восхождение, идете к вершинам. Опять повод для радости. Дева, наступает идеальное время для того, чтобы провести время со своими близкими и открыть для себя новые места и национальности, узнать культуру. Словом, звезды советуют вам отправиться в путешествие. Ну а что ждет скорпионов, стрельцов и козерогов, вы узнаете через несколько мгновений. А сейчас я предлагаю вам немного поговорить, вместе с нами, разумеется, о грамотности. Ведь в эту субботу, 17 октября, состоится всероссийский тотальный диктант. И нынче он пройдет немножко в другом формате. А как именно, об этом нам расскажет старший преподаватель кафедры русского языка нашего университета и один из организаторов этого тотального диктанта Анастасия. Анастасия, доброе утро. Скажите, пожалуйста, Марина. как же будет проходить нынче тотальный диктант? Да, в период пандемии в этом году тотальный диктант будет проходить дистанционно, онлайн. Что такое онлайн? То есть приходить никуда не надо. Нужно просто зарегистрироваться до 17 октября на сайте Total Dict и скачать оттуда бланк тотального диктанта. Его нужно самостоятельно распечатать, или же можно написать на любом листе бумаги, при этом предварительно нужно оформить шапку, как на бланке. Ага. Нет, от руки, в смысле? Или на... Да, от руки. Можно самостоятельно, от руки, как на бланке написать. То есть, получается, грубо говоря, тотальный диктант нынче будет проходить в интернете. А можно ли таким образом списать? Списать, вообще любой текст сейчас можно списать, найти его в интернете, но поэтому специально в тотальном диктанте, специально для него каждый автор пишет уникальный текст. Поэтому, да, который нигде никогда не публиковался, поэтому его невозможно будет найти в интернете. Ага. А кто будет автором нынче вот в этом году? В этом году автором будет наш земляк Андрей Геласимов. Он работал у нас в университете, в Якутском государственном университете. И, кстати, его роман «Холод», действие его вот этого романа разворачиваются в городе Якутске. А вот текст будет, ну, наверное, не из «Холода», да? Наверное, текст нет. Текст, конечно же, нет. Это будет новый текст, посвященный жизни Константина Циолковского. Ну вот я слышала, да, что главной площадкой диктанта в этом году выбрали Санкт-Петербург, а в частности Эрмитаж, и там Андрей Геласимов выступит диктором. Получается, что в Санкт-Петербурге тотальный диктант будет проходить, ну, в обычной форме, то есть люди приходят, или я ошибаюсь? В Санкт-Петербурге, в Эрмитаже будет в онлайн-формате. А вообще формат будет, скорее всего, зависеть от организаторов и от самой ситуации. А вот если не говорить о нашем городе, да, все-таки эта акция всероссийская, да, в других городах, вот как будет проходить диктант? Тоже так же онлайн? Да, все будет онлайн. Через город Якутск надо будет зарегистрироваться на Total Dict yakutsk.ru. Вот. А текст, он как, насколько сложный, насколько длинный, сколько времени занимает вообще на написание текста? Написание текста, ну, нет, он будет, конечно же, интересный, скорее всего, да, сложности будут определенные. Для того, чтобы написать его, нужно будет вспомнить правила на «з» и «с», «о» и «о» после шипящих под ударением, и, конечно же, 1 и 2 «н» в прилагательных и причастиях. Да. Ну и для этого можно заглянуть вот на сайте Total Dict. Есть курсы, посвященные орфографии русской, и вспомнить эти правила. Также еще и в разных сетях социальных, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме информация вот как раз есть. Но, Анастасия, вы наверняка... Я хочу сказать, что с грамотностью у нас, все в порядке, да? У жителей республики все очень хорошо, потому что традиционно мы пишем тексты, большинство пишет тексты очень грамотно. А с какими ошибками чаще всего вот мы сталкиваемся? Что для нас сложно? Для нас ничего не сложно, ничего не сложно. Так, информация это анонимная, потому что каждый пишет индивидуально, 100% мы сохраняем анонимность. Ага. Ну давайте напомним всем нашим телезрителям, куда нужно зайти и до 17-го зарегистрироваться. Это включительно или все-таки 16? Включительно до 17 октября нужно зайти на сайт totaldict.ru, зарегистрироваться «Пишем дома».
пишем дома и скачать вот бланк, самое главное, приготовить ручку, да. И можно также написать тексты не только вот в 14:00 по нашему времени, можно написать и другие тексты, варианты текста, 4 варианта текста, которые будут диктоваться по времени определенному. Но это будет все проходить только 17 числа. Да, это все будет проходить 17 числа. Можно также еще напечатать можно в специальном окне и отправить на автоматическую проверку Total Dicta. И через несколько дней появятся результаты. У нас можно сфотографировать потом свой текст, сделать скан или же, да, и отправить на почту flf.total.ru. И уже мы проверим, но принимаются работы до 20 октября. После 20 октября работы уже не принимаются. А результаты когда? Результаты будут после 31 октября. Опять-таки нужно зайти на сайт, вы же уже там зарегистрировались. Свой код обозначить, да? Зайти в личный кабинет и результаты уже увидеть там в личном кабинете. Все. Что ж, огромное спасибо, Анастасия, за интересные беседы. Я желаю вам удачи, отличного дня. А всех наших земляков призываю принять участие в тотальном диктанте. Он состоится, напомню, 17 октября в эту субботу. Сейчас мы уходим на короткую рекламу. Вернемся через несколько мгновений.